Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Повстанцы из Джабхат ан-Нусры и сирийской свободной армии прорвались в проправительственную западную часть Алеппо. Сотни убитых и раненых среди населения. Боевики применяют отравляющие газы. Мои дети под завалами. Кто-нибудь вытащите их. Дом рухнул, о Господи! В Таджикистане торжественно перекрыли реку Вахш, чтобы начать наполнять водохранилище для будущей Рагунской ГЭС. Президент Рахмон лично сел за рычаги бульдозера. Заткнись! Заткнись! Видео из Ютуба, которое потрясло Казахстан. Женщина жестоко избивает свою 3-летнюю дочь, чтобы отомстить бывшему мужу. Девочку уже отняли у матери-садистки. Решила запугать? Хиллари на крючке у ФБР. Федеральное бюро расследований за неделю до выборов возобновило расследование в отношении кандидата от Демократической партии. Ее обвиняют в отправке топ-секретов США через обычную почту. Мы призвали директора ФБР разъяснить ситуацию, чем быстрее, тем лучше. Я выполнил свой долг и только. На 102-м году скончался в Москве старейший актер планеты Владимир Зельдин, выдающийся артист советского и российского театра и кино. Зельдин исполнял роли в спектаклях буквально до последнего дня своей жизни. Резкое обострение ситуации в сирийском Алеппо. Сирийским повстанцам удалось прорваться из восточного Алеппо в западную его часть, где под прикрытием правительственной армии на сегодняшний день находится около 1,5 миллиона человек гражданского населения города. Пока отрядам Джабхат ан-Нусры и протурецкой сирийской свободной армии удалось захватить один крупный район западного Алеппо – Аль-Асад. Там сейчас идут ожесточенные бои. Повстанцы применяют танки, тяжелые минометы и ракетные системы. И этот до настоящего времени мирный район уже превратился в руины. Всего для прорыва блокадного кольца вокруг восточного Алеппо боевикам удалось скрытно сосредоточить по 8 тысяч бойцов на западном и северном направлениях. Международные организации, в том числе и сирийские, сообщают, что по западному Алеппо ведется ураганный неизбирательный огонь, жертвами которого уже стали как минимум десятки гражданских лиц. Сирийский совет по правам человека сообщает о 41 убитом местном жителе, среди погибших 16 детей. Больницы западного Алеппо переполнены сотнями раненых. Называются также цифры потерь среди сирийских военных и боевиков за последние часы. Это примерно по 100 человек с каждой стороны. Мои дети под завалами. Кто-нибудь вытащите их. Дом рухнул, о Господи! Агентство Рейтер со ссылкой на сирийские правительственные СМИ сообщает, что боевики сирийской свободной армии применили боевые отравляющие газы при наступлении на армию Асада. Речь идет о нескольких погибших и 35 отравившихся. У нас 15 пострадавших от ядовитого газа. Среди симптомов, которые у них проявляются, пена изо рта, тошнота и рвота, поражение средней тяжести. Рейтер также сообщает, что на юго-западе Алеппо предположительно применялись снаряды и мины с хлором. Российское агентство РИА Новости, в свою очередь, утверждает, что был применен Зарин. Представители боевиков факты применения боевых отравляющих веществ отрицают и заявляют, что химическое оружие было применено наоборот, против них, но в другом районе. Контрнаступление боевиков на армию Асада и на западное Алеппо происходит при полном бездействии российской и сирийской авиации по решению президента России Путина, который решил продлить мораторий на бомбежки города по просьбе западных стран. Однако российские военные настаивают в связи с обострившейся обстановкой на нанесении ударов с воздуха по наступающим боевикам. Мы обратились к Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации разрешить возобновить авиационные удары
по незаконным вооруженным формированиям в Восточном Алеппо. Тем временем правительства западных стран подозревают Россию в подготовке решающей атаки по Восточному Алеппо. Американская разведка предполагает, что нынешнее бездействие российской авиации – это трюк, чтобы оправдать предстоящие авиа- и ракетные удары по повстанцам в Восточном Алеппо. По мнению аналитиков, россияне ждут подхода своей сверхмощной авианосной эскадры, чтобы одним ударом навсегда покончить с сирийской оппозицией в Алеппо. Между тем, как сообщают мировые СМИ, войска антитеррористической коалиции во главе США могут войти в осаждаемый иракский Мосул уже в течение ближайших часов. Пока же курдское ополчение восстанавливает мирную жизнь в крупнейшем христианском анклаве Ирака, который находится к востоку от Мосула. Анклав был освобожден на прошлой неделе, и уже сегодня в полуразрушенных христианских церквях начались службы. На первые церковные службы собрались практически все христиане-ассирийцы, кому удалось выжить во время двухлетней оккупации ИГИЛ. Тысячи людей были убиты, еще больше были вынуждены бежать, а террористы, как утверждают местные жители, целенаправленно взрывали и сжигали все христианские храмы и часовни. Тех, кто отказывался переходить в ислам, они публично казнили. Все церкви были сожжены ИГИЛ, почти все другие дома тоже, правительственные здания, школы. Они все взрывали. Масштаб разрушения не поддается описанию, но мы вернулись и полны решимости жить на земле наших предков, которые жили здесь еще 7000 лет назад. Мы сыновья великих ассирийской, халдейской и вавилонской цивилизации. Мы свободны, слава Аллаху. Они относились к нам очень плохо. Мы все думали, что погибнем. Мы были в аду, но сейчас мы свободны. В свои дома возвращаются не только христиане, но и, собственно, мусульмане-сунниты, которых боевики также притесняли и уничтожали. Видео, которое потрясло весь Казахстан. Молодая женщина, грубо ругаясь, жестоко избивает свою 3-летнюю дочь. Эту запись женщина позже отправила своему бывшему мужу и его родителям. Заткнись! 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 Матерью-садисткой оказалась 34-летняя жительница города Павлодар Нургуль Дакуова. Она сама снимала избиение собственного ребенка, чтобы шантажировать своего бывшего мужа. Видео она ему отправила лично. Бывший муж сразу же обратился в полицию и выложил запись в YouTube. Женщина позже просила прощения и заявляла, что девочка никак не пострадала. В отношении Дакуовой начато досудебное расследование. До суда ее дочь будет находиться у своего отца. В Таджикистане торжественно перекрыли реку Вахш правого притока Амударьи, чтобы начать наполнение плотины строящейся Рагунской ГЭС. По плану гидроэлектростанция станет крупнейшей в Центральной Азии и выведет Таджикистан из энергетического кризиса. Президент республики Эмомали Рахмон лично сел за руль бульдозера. Репортаж Анушервона Арипова. Президент Республики Таджикистан лично принял участие в перекрытии. 1,5 часа, профессионально управляя бульдозером, он набросал тонны земли и камней и первым выехал на противоположный берег. В октябре в Вахше минимальное количество воды, и осень – самое удобное время для подобных работ. Длина дамбы составит 1,5 километра, а высота 335 метров. Она образует водохранилище объемом свыше 30 миллиардов кубометров. Сама Рагунская ГЭС производственной мощностью более 17 миллиардов киловатт в час электроэнергии считается самой крупной в регионе. Все жители Таджикистана долгие годы ждали этого доброго дня. И славные сыновья Отечества, квалифицированные специалисты, строители, круглосуточно трудились, чтобы приблизить это событие. То есть этот день является светлым и лучезарным, когда закладывается фундамент для достижения национальных чаяний и светлого будущего нашего дорогого Таджикистана. Президент Таджикистана отметил, что плотина позволит обеспечить ирригацию используемых и осваиваемых земель в странах низовья реки, и Таджикистан не оставит своих соседей без воды.
Рагун – один из самых крупных долгостроев во всем мире. Работы на строительстве гидроузла начались еще в 1976 году и были остановлены с распадом СССР. В 1993 году из-за сильного паводка перемычка плотины была размыта, а все объекты затоплены. Попытки начать строительство ГЭС страна предпринимала с 2004 года. В 2010 также планировалось перекрыть реку, но решение было отложено, так как Всемирный банк начал экспертизу безопасности самой высокой в мире каменно-насыпной плотины, особенно ее сейсмостойкости. И в 2015 году вынесли свое решение, опубликовав доклад, в котором говорится, что проект не несет никаких серьезных угроз, и плотина сможет выдержать 9-бальное землетрясение. Руководство итальянской компании-подрядчика строительства плотины Салини Импрегио ранее сообщало, что первый агрегат гидроэлектростанции будет запущен уже в 2018 году, а второй в 2019. Всего агрегатов будет 6, каждый мощностью 600 мегаватт. Суммарная мощность гидроузла должна составить 3600 мегаватт. Полная сдача ГЭС в эксплуатацию ожидается в течение 13 лет, и стоимость работ в общем составит около $4 миллиардов. Анушер Вулнарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Хиллари на крючке у ФБР. Федеральное бюро расследований за неделю до выборов возобновило расследование в отношении кандидата от Демократической партии. Ее обвиняют в отправке топ-секретов США через обычную почту. Мы призвали директора ФБР разъяснить ситуацию. Чем быстрее, тем лучше. Я выполню свой долг и только. На 102-м году скончался в Москве старейший актер планеты Владимир Зельдин, выдающийся артист советского и российского театра и кино. Зельдин исполнял роли в спектаклях буквально до последнего дня своей жизни. До выборов президента США остается чуть более недели. Именно в этот момент Федеральное бюро расследований заявило о возобновлении дела в отношении кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Речь идет о топ-секретах, которые Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря, отправляла по самой обычной электронной почте. Информация о возобновлении расследования вызвала настоящий взрыв, и шансы Клинтон и Трампа практически уравнялись. Хиллари Клинтон теряет голоса избирателей. Очередной виток скандала вокруг ее электронных писем и личного почтового сервера набирает обороты. Директор ФБР Джеймс Коми добился получения ордера на проверку личных писем Клинтон. Новая их порция была обнаружена на компьютере Энтони Виннера, бывшего мужа советницы Хиллари Клинтон, Хумы Абедин. В штабе демократов не скрывают своего волнения. Сама бывшая первая леди выступает с призывами или опубликовать эти письма, или положить конец спекуляциям. Это довольно странно, очень странно. Публиковать так мало информации о таком якобы громком деле прямо перед выборами. На самом деле это не просто странно. Речь идет о беспрецедентном случае, и это вызывает глубокую тревогу. Американский избиратель заслуживает того, чтобы получить все факты. Мы призвали директора ФБР разъяснить ситуацию. Чем быстрее, тем лучше. Действительно, первый вопрос, который приходит в голову, почему скандал с письмами Клинтон получил продолжение именно сейчас, когда претенденты на Белый дом вышли на финишную прямую, и любые обвинения могут повлиять на дальнейшую историю не только США, но и всего мира. На фоне почтового скандала популярность бывшей первой леди среди американцев заметно снизилась. Согласно разным опросам, Хиллари Клинтон опережает своего конкурента-республиканца Дональда Трампа в лучшем случае на 2%. В худшем для Клинтон их шансы с республиканцем равны. Сам миллиардер не скрывает своих эмоций, ему эта ситуация более чем на руку. Я чувствую, что обнаружено очень много писем. Они только что нашли целую кучу писем. Мы никогда не думали, что скажем спасибо Энтони Виннеру. Тем временем лидер демократов в Сенате США Гарри Рид потребовал от директора ФБР Джеймса Коми публично заявить о связях миллиардера с Москвой. В официальном письме на своем сайте сенатор утверждает, что у ФБР есть все доказательства тесных отношений миллиардера с Кремлем. Однако именно сейчас, в преддверии президентских выборов, ФБР заявляет о возобновлении дела именно против Клинтон, что, по мнению демократа, не что иное, как двойные стандарты при обработке конфиденциальной информации.
Что же на самом деле происходит в ФБР? Ведь ни о какой случайности говорить не приходится. Ответит ли глава ФБР Джеймс Коми на призывы демократов, неизвестно. В любом случае, письма Клинтон еще не опубликованы, а политический эффект уже налицо. Чем ближе к выборам, до которых осталось всего лишь 8 дней, тем сложнее делать какие-то прогнозы. Сергей Хиршфельд. Настоящее время. Из Сербии на этой неделе были депортированы россияне, которые якобы готовили теракты в соседней Черногории. Газете «Коммерсант» удалось выяснить, что из-за этого в Белград летал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, чтобы уладить этот неприятный момент. О том, что известно сейчас, расскажет Екатерина Бучнева. Эти кадры были сняты в столице Черногории 16 октября, в день парламентских выборов. 20 граждан Сербии задержали по подозрению в подготовке терактов. Вместе с ними якобы могли действовать и россияне. Об этом сообщило белградское издание «Данас». По его информации, из Сербии выслали несколько россиян, которые могли быть причастны к подготовке атак. При этом были ли они в самой Черногории, не сообщается. Они подозреваются в том, что приехали в Черногорию, чтобы забрать из секретного места автоматы и затем напасть на государственные учреждения, полицейских, представителей власти, в том числе государственных деятелей. Прошедшие выборы называли определяющими. Страна фактически выбирала между дальнейшей евроинтеграцией и сближением с Россией. Победила правящая прозападная партия. Из-за сообщений о готовящихся терактах пророссийская оппозиция требовала отмены результатов голосования. Премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что нападения в Черногории планировались, цитата, «при содействии иностранного фактора» и рассказал о задержании сербскими спецслужбами 7 иностранцев. Их гражданство он не уточнил. На следующий же день после заявления Вучича в Белград прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в недавнем прошлом глава ФСБ. Он встретился с руководством республики. Политологи отмечают, визит был незапланированным. Его анонсировали лишь накануне. Этот визит был неожиданным, и его окружает некая загадочность. Они якобы говорили только об очередном меморандуме о сотрудничестве между службами безопасности Сербии и России. Но я могу допустить, что Патрушев приехал для того, чтобы давить на сербские власти или даже шантажировать их, чтобы заставить правительство прикрыть провокаторов, которые должны были дестабилизировать ситуацию в Черногории. В посольстве России в Сербии сказали, что никаких официальных уведомлений от сербских властей не получали. Кремль также заявил, что ничего не знает о якобы депортированных россиянах. От комментариев отказался и посол Сербии в России. Екатерина Бучнева. Настоящее время. Во Львов неожиданно вернулись картины, похищенные из городского исторического музея аж в 1960 году. Все эти годы портреты Тимоша и Розанды Хмельницких, сына и невестки гетмана Богдана Хмельницкого, считались утерянными. Картины были найдены случайно на чердаке. Их последний хозяин даже не подозревал об их художественной ценности. Ирина Сандуляк с подробностями. Во Львов портреты родственников Богдана Хмельницкого привезли из Кировоградского управления службы безопасности Украины. Именно туда последний владелец картин передал свои случайные находки, которые оказались давно украденными музейными экспонатами. В то время был один смотритель на все 4 этажа, а людей было, наверное, много. А у нас тут еще не было ни сигнализации, ни каких-то специальных укреплений. Ну а эти 2 картинки, как нам рассказывали, стояли или лежали на таком небольшом столике, и кто-то их взял. С тех пор на музейной стене висели увеличенные фотокопии украденных картин. После 2 лет поисков их списали как безнадежно утраченные. И вот через 56 лет неожиданно появились оригиналы. В начале сентября на самом большом украинском онлайн-аукционе для коллекционеров выставили портрет женщины. Находка с чердака, подписал свой лот анонимный продавец и начал торги с 1 гривны. Судя по тому, с какой непосредственностью аноним выкладывал фото с инвентарными музейными номерами портрета, он понятия не имел, что продает. Но происхождение картины быстро определили посетители аукциона, после чего цена картины подпрыгнула до $1000. Продавцу настоятельно рекомендовали вернуть картину музею. Он сначала протестовал, потом остановил торги. Уважаемые люди, уже понятно, что картина составляет часть нашей истории. Пожалуйста, не делайте ставки. Картину сдам надлежащим людям. На одном из фото отчетливо виден фрагмент рамы еще одной картины. Как позже оказалось, нашлись оба украденных портрета. Где они были все это время, известно только со слов человека, выставившего картины на продажу. Звернувся його колега і продав
Друг продал ему за 200 гривен 2 картины. Их этот друг нашел на чердаке дома, который купил еще один его друг у какой-то старушки. И когда начал вывозить с чердака мусор, нашел 2 картины. Неизвестный художник нарисовал Тимоша и Розанду Хмельницких в свадебной одежде. Тот брак был политически выгодным для правителей Молдавии и Украины. Официально портреты так и датируют серединой 17 столетия. Они ценны тем, что это единственные известные изображения семьи Хмельницких. Точнее, возраст картин попробуют установить во время реставрации. Многолетние скитания сильно повредили обоим портретам. Доски деформированы, краска потрескалась. После реставрации обе картины застрахуют и вернут в тот же зал, где они находились до кражи. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина. Львов. Ушел из жизни знаменитый советский и российский актер Владимир Зельдин. Он скончался на 102-м году жизни в Москве. Владимир Зельдин был одним из старейших, но продолжавших играть актеров планеты. Я выполнил свой долг и только. Возраст не был преградой для его работы. Даже перешагнув 100-летний юбилей, Зельдин продолжал играть на сцене своего любимого театра российской армии, которому он отдал более 70 лет. Популярность к Владимиру Зельдину пришла сразу же после первой главной роли в кино в фильме «Свинарка и пастух», где Зельдин сыграл Мусаиба Гатуева. Но своим главным призванием актер считал только театр, где им были сыграны десятки ролей. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как первого в мире профессионального актера, остававшимся в профессии в 100-летнем возрасте. 72-летний житель Бишкека Осмонкул Насыранбеков, несмотря на свой преклонный возраст, решил заняться бодибилдингом и изучением английского языка. Мужчина заявляет, что он снова почувствовал себя молодым. Наш корреспондент Шавкат Тургаев узнавал секреты второй молодости. С тех пор, как начал ходить в фитнес-клуб, говорит Осмонкул Байке, жизнь сильно изменилась в лучшую сторону. Стал больше улыбаться, да и самочувствие улучшилось. В свои 72 года снова почувствовал себя молодым. После спортивного зала я так хорошо себя чувствую. Когда я иду, я почти бегу, ничего у меня не болит. На каждой тренировке дедушка Осмонкул тягает гантели и штанги. Каждое упражнение по несколько подходов. В спортзале он может дать фору и молодым. Ходьба – важная и самая полезная часть тренировок в программе пенсионера. Осмонкул Байке, хирург с многолетним стажем, знает об этом и без тренеров. Глядя на молодых людей в спортзале, он хотел бы вернуться во времена своей молодости. Говорит, раньше молодежь была пассивнее, чем нынешняя. Сейчас любят говорить, вот, нынешняя молодежь испорченная. Наоборот, мы, старики, были испорчены. А сейчас молодежь не пьет, знает английский, русский и прочие языки. Я удивляюсь современной молодежи. Они такие целеустремленные, знают свое дело, активные. Hello. Hello, Osmanbek. Nice to see you. How is life? Where my teacher? Your teacher is in the room. Уже 1,5 года Осмонбек Байке ходит на курсы английского. Заняться изучением языка его заставила преподавательская деятельность в медицинском колледже. Там он обучает студентов-иностранцев. Осмонбек Байке, нашего студента, который делает замечательные результаты в изучении языка. Прежде всего, я восхищена тем, что в свое свободное время он уделяет достаточно времени для изучения языка. Он по своей инициативе приходит, занимается практически 3-5 раз в неделю в нашем центре. Это очень похвально и очень прискорбно, что, к сожалению, не все мы такие. Для меня он пример для подражания. Домашние задания он выполняет старательно. 1 часа занятий в день ему мало, поэтому урок по его просьбе частенько продлевают. Ежедневно по учебному плану я должен учиться 1 час. Но по моему возрасту 1 час мне не хватает. Поэтому ежедневно я учу 2-3 часа. У молодого поколения, говорит Осмонкул Байке, сегодня есть отличные возможности, чтобы выбиться в люди. В его времена все было иначе. Но он рад своим успехам и продолжает покорять новые вершины. Шавкат Тургаев, Улан Асаналиев, Бекзат Акаев. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.